находимся в городе Дюртюли. Здесь прошло мое детство, здесь родился мой отец. Здесь у меня много родственных связей, корней. Тут я проводил целое лето, вот в этом Доме культуры. Проходили всякие интересные мероприятия, помню. Сюда приезжал даже цирк. И поскольку городок был маленький, заняться было нечем, я проводил время либо в библиотеке, либо вот старался посетить все мероприятия. И здесь была такая детская площадка, фонтан. А, вот он еще сохранился, да, слушай, покажи фонтан. И здесь было чуть-чуть все по-другому, но в целом, как бы вот, много воспоминаний с Домом культуры. Все самые яркие концерты, мероприятия, еще что-то проходили здесь, я их помню. Особенно цирк запомнился. Там гостиница Дюртюли. Вот. Мой дом, точнее бабушки и дедушки, находился как раз за этой гостиницей. Сейчас я его не буду показывать, его уже почти нет, ничего от него не осталось. Попробую в архиве найти фотографии, показать, каким он был. Вот. С этим местом у меня, конечно, много теплых воспоминаний. Хотя было скучновато, если честно. Вот. Я ходил на речку, вот, река Белая там проходила, проводил время. Как-то так. Вот. Сейчас я снова здесь. Сейчас у меня много интересных событий. Я тут встречаю людей, которых я, оказывается, давно знаю еще в Уфе. Это интересно. Я нахожусь в Дюртюлях, а вот такие вот встречи знаковые. Прям необычная, да, поездка. Вот тут проездом, конечно, не могу рассказать про этот город. Ну, пойдем дальше. Позади меня находится наша местная достопримечательность, да нет, достопримечательность, элеватор. Мы все время там вокруг бегали, ходили, из окна он был виден, он шумел, громыхал, сейчас там тихо. Вот. Из ярких воспоминаний помню, он как-то горел. Прямо пожарные, все, тут наехали. Классно было. А вот этот двор, вот здесь я все время проводил детство, играл. Вот. Пытался найти контакт с местными всегда мне не получалось. Как-то не привечали меня городского. Вот. Последний раз на этой улице меня нос сломали. Я вышел за хлебом, не понравился местным ребятам. И меня разукрасили «Мама, не горюй». Ну, как-то да, я, честно, с дюртюлинскими коннект не находил. Вот. Поэтому у меня были из развлечений книжки и речка, и рыбалка. Вот. И походы в одиночку. Но, тем не менее, вот, мое лето, моя история. Тут ни 1, ни 2, ни 3 года провел. Как бы, если так сложить всю сумму того времени, сколько я провел здесь, там, в месяцах, он убежит, наверное, пару-тройку лет. Вот как-то так. Вот. Медитировать меня научил, наверное, Дюртюли и наслаждаться собой в одиночестве. Пошли дальше. Во, памятное место. Вот здесь мы играли, проводили, причем я вижу, что качели те же самые. Вот здесь еще 2 качели стояли, здесь стояла беседка. А внизу была большая-большая песочница. О, здесь стояло, по-моему, здание такое. Здесь ремонт обуви был. Все изменилось, все заросло травой. Я смотрю, тут то ли детей уже не стало. То есть мы тут ватага играли, что в крапиве. Крапива колется больно. В общем, все заросло. Вижу, такая маленькая песочница. Ну, какое-то такое грустное запустение, на самом деле. Мы тут прямо играли большими компаниями. Хоть я и плохо вписывался в местный коллектив, но как-то все равно такие игры были. Но сейчас смотрю, грустно. Да, вот этот фундамент, наверное, вот этого вот самого здания остался. Вот как-то двор, да, не живет. Но зато гостиницу отреставрировали, она красиво выглядит. Вот, и магазинчиков осталось много. Помню, кстати, еще дефицит был. Мне тогда хотелось так зефир, и он стоял на полках. Но мне говорили, он твердый, он уже высох. Вот. И, блин, никаких сладостей не было. Был только кефир, хлеб. Вот как-то так жили. Ну,
Были белковые трубочки. Вот сегодня мы одну попробовали. Вот. Они до сих пор продаются в кофейне, правда, не в магазине. Я их прям постоянно покупал. Помню, кинотеатр по 10 копеек, трубочки по 7 копеек. Ой, лимонад, по-моему, был в стаканах. Вот, все помню. Да. А так дома те же вот не изменились, не развалились, вот прям стоят. Вот тот дом, помню, наши соседи. Вот. Ну, появились магазины, вот раньше этих магазинов не было. Вот такие воспоминания простые, незамысловатые, незатейливые. Доброе утро. Заходите. Здравствуйте. Да. Мы снимаем кино про Уфу, но я подумал, надо ли что-то снять. Как родилась идея открыть кофейню? Это была просто спонтанная идея, это случилось нечаянно. Вот. Просто я вот так шла на стрижку, видела аренду помещения, и вот так случилось. Вот почти год уже работает. Да, и как здесь население ходит? Ходит. Ну, то есть это у вас конкуренция. Даже есть этот торговый центр. Торговый центр есть, но такого кофе у нас в городе пока еще нет. Такого рожкового. Есть аппаратный, а вот такого нет, чтобы варили. Вот. Поэтому пока остаемся единственными, у кого есть такой кофе. Вот. Понятно. Вы специально посылали учиться на бариста? Да. Ну, эта девочка сама пришла обученная, а так, в принципе, да, мы ездили учиться. Понятно. Сами интерьер придумывали? Да. А вот как идея с буфетом родилась? Вот этот старинный. Все пошло с него. Когда я пришла идея открывать кофейню, не было денег вообще. И его слепила из того, что было. И вот, получилось, что прислала такая буфета от этого. Отсюда же и стулья советские эти вот. Вы все собирали по крупице, получается? По крупице, и кофемашину в лизинг? То есть вы открыли бизнес прямо вот кашу из топора сварили? Да, то есть, примерно так и было. То есть у нас есть деньги на аренду какую-то приблизительную, чуть-чуть кофе, а все остальное? Да, потом уже все вот так. И машину в лизинг и все прочее, да? Все вот так вот. Да. Круто, вы молодец, потому что я как-то давал одной девочке в Севастополь открыть. Я дал неплохую сумму денег, она все потратила, и кофейню так и не открыла. Ну вот. Смелости не хватило. А вот у вас, видимо, характер есть. Нет, просто, да, было желание, и не было, не на кого было полагаться, не на кого было ждать помощи, на себя только надеялась, вот. Ну, уважаю. Ладно. Не с неба упавшие деньги, и поэтому ценю. Да, я вот вас понимаю, я также из того, что было, мы впятером собрались, открыли компанию, и вот мы теперь, лидирующая компания в атомной отрасли. Ого. Мы тоже впятером собрались, и вот нас сейчас уже больше, и мы растем. И это тоже было там. У нас есть ноутбук, ручки, карандаши и идея, и все как бы. И мы стали, предприятием с таким, с большим оборотом. Поэтому я вам желаю процветания, открыть сеть кофейную. Спасибо огромное. Ладно, спасибо за интервью. Как я в 29 лет иду там в караоке спокойно попеть, чай попить. Так вот и это записываешь? Да. Мы гуляем. Так и молодежь отдыхает. Вот мы зато сейчас идем по дюртелям. Тут вообще молодежи пока не вижу. Рабочий день, да. Сейчас мы будем проходить мостик. Вот. А этот мостик для меня, этот лог был всегда загадкой. Вот. Мы сейчас будем перила проходить. И за ними большой овраг. Что за овраг? Почему овраг? Там вот, например, нет оврага. А вот здесь он начинается, вот эти перила загораживают этот. Просто сейчас все деревьями заросло. Но вот здесь под нами находится вот прямо большой овраг. Вот он большой-большой. Что там? Где там? Не, он небольшой. Я был маленький. Для меня он тогда был большим. А сейчас это участок. Короче, вот такое загадочное место. Вот сейчас мы походим к центральной площади.
Тут администрация, справа был кинотеатр, вот глубинка здания, и музей. Вот это вот коричневый. Как-то так. И здесь такие государственные службы, аптека, магазинчики, банки. Вот этой парковки не было. Что ты чувствуешь сейчас, когда проходишь по этим местам своего детства? Слушай, если честно, не сильно чего-то чувствую. Как будто и не жил. Знаете, здесь как будто я здесь первый раз. Вроде все знакомо. О, вот этот магазинчик, этот ларек стоял здесь. А здесь я вот продавал яблоки. Сейчас развернусь. Вот. Мне бабушка давала ведро с яблоками. Это были первые мои карманные деньги, так сказать. Первый опыт с бизнесом был. И вот здесь и шаурма. А раньше здесь был еще хлебный магазин. Причем можно было внутрь заходить. И там продавали хлеб, молоко, кефир. Сколько стоил хлеб? Даже везде одинаково. Там сколько? 10 копеек, может 7 копеек, 3 копейки. Вот. Кефир там тоже где-то 7-10. Все одинаково было. Что ты покупал себе на твои первые заработанные деньги? В кино ходил, в тот кинотеатр и в этот в музей. То есть развлечений здесь было: библиотека, кинотеатр, музей. Все, я вот там деньги тратил. А, еще игрушечный магазин был, универмаг. Там я покупал себе машинки солдатиков. И все, больше ничего. Как-то так. Помню, бабушка мне сказала: не все игрушки забирай, ты должен приезжать сюда и во что-то играть. В общем, игрушки. Где они сейчас? Найти бы их. Блин, надо было все-таки в тот дом зайти. Порыться на чердаке и вытащить оттуда кучу игрушек старых. Хотя зачем мне это барахло? Мы находимся в сердце города. Ну, для меня это сердце города. Я жил недалеко. Это центральная площадь. Здесь всегда проходили мероприятия массовые. Сабантуй, помню. Вот эти, помню, столбы. Корзину с петухом, за которым надо было залезть. И какие-то конкурсы. Я принимал участие в забегах. Помню, и по столбу лазил. Я был мартышкой, хорошо лазил тогда. И вот этот дом правительства, я, кстати, один раз туда заходил. Тетя у меня работала там, вот в том здании, у них была бухгалтерия. Это было какой-то совхоз местный, администрация. Того здания не было. Вот. Здесь была вот синяя крыша, это был кинотеатр, сейчас там банк. Это был единственный, наверное, ближайший ко мне. Может быть, 2 кинотеатра было, но это единственный крупный. Я помню, там ходил на эти все фильмы, мультфильмы. Помню, «Ловушка для кошек», этот «Навигатор», «Короткое замыкание», еще какие-то фильмы были вот завозные. И репертуар обновлялся редко. Я, по-моему, просматривал, по-моему, по 15 раз ходил на один и тот же фильм. А вот там далеко по аллее, кстати, красивая аллея, она всегда была ухожена, и всегда там были клумбы, цветы. Находилась библиотека. Поскольку делать особо было нечего, я прямо там сутками пропадал, все книжки перечитал. По-моему, всю фантастику оттуда выгреб, какую мог. Но там было уютно, я пропадал там прямо в читальном зале часами. Мне нравилось вот это вот, не знаю, у меня, видимо, вкус к эстетике был. И реально это самая красивая улица для меня, и самая такая ухоженная, с клумбочками. Вообще надо отдать должное Дюртюли, в отличие там от городов Удмуртии, он был всегда такой нарядненький, аккуратненький. Вот и видим, тут газончики. Бордюры раньше, кстати, красились всегда в белый цвет. Сейчас эту традицию забросили, не знаю, экономят, не экономят. В общем, бордюры в этом году не покрашены. А деревья всегда покрашены были, вот. Все как-то пострижено было аккуратненько. Дюртюли вот как бы славился даже в 90-е своей какой-то аккуратностью. Ну, вот, да. Ну где тут было скучновато. И, видимо, я люблю какую-то анархию такую, раздолбайство. А здесь хорошо. Ну, вот аллейка появилась с фонариками. Площадь выглядит совершенно по-другому. Не было брусчатки, был асфальт, ступенечек не было. Ну, а дом выглядит вот как выглядит. Кинотеатр, да, обшили сайдингом. Ну, как бы его сейчас не узнать. Ну и, в принципе, я смотрю музей, он тоже по-другому выглядит. А вот универмаг, как есть, как выглядит. Ну и администрация. Вот как-то так. Ну, мне нравилось это место, оно прям самое такое по эстетике для меня прекрасное. А вот туда пройдем. Находился спуск к набережной. И давай, подойди. Там находится памятник Второй мировой войны. Девушки провожают солдат, туда спустимся. И справа находился парк, там, кстати, работали аттракционы, сейчас их нет. Тоже там стояли копейки какие-то, и там карусель. Для меня, правда, они были скучненькие, маленькие. Я типа уже взрослый был. Ну вот как-то так.
Вот, это мое любимое место в городе было, поскольку кинотеатр показывал, не так часто обновлял репертуар, там обновлялся чуть ли не раз в месяц фильм. Я просматривал по 15-20 раз, то единственным развлечением в этом городе у меня была библиотека. Вот, раньше здесь были прям шикарнейшие газоны, прямо, не знаю, тут парад цветов было, такие прямо ботаники, что ли, жили, реально люди, биологи, болели своим местом. Здесь было очень-очень красиво. Я сюда приходил, садился в читальный зал и просто часами, там часть книг выдавали на дом, а часть вот в читальном зале. Я прямо в читальном зале проводил тысячи часов. Вот такое время было. Вот вспоминаю место. Сейчас вот библиотека выглядит так, ничего не изменилось. Вот мое любимое место, место силы. А еще обратите внимание, голубые ели. Вот, обратите внимание, в администрации есть, вот сними. У них голубоватый цвет. Вот, прошло уже там 30-40 лет, а вот они все еще живут. Это такая специальная символ, что ли, власти или администрации. Вот голубые ели. Их сажали обычно у дома правительства, каких-то госучреждений. И вот они вот сохранились. Цветут и пахнут, и прям отлично выглядят. Прекрасно. Еще одно такое достопримечательное место для меня. Здесь находится памятник павшим воинам. Он не провожают павшим даже, а ушедшим на Вторую мировую войну. Это знаковое место. Сюда обычно возлагают цветы. У меня даже есть пару фотографий, когда невеста стоит так рядом. Как будто вписывается в эту живописную фигуру. Я найду эту фотографию, обязательно вставлю. Вот. Женщины провожают солдата на фронт. Сюда молодожены обычно подъезжают, фотографируются. Такое знаковое место. В детстве мы здесь купались. Здесь, правда, было большое течение. По ту сторону реки течение маленькое, поэтому высокое. Но поскольку работал паром, он работал по часам. Чаще всего, если я один купался здесь, а так меня тетя брала с собой в выходные. Мы заваривали чай вкусный малиновый, печеньки, варенье. И плавали на том берегу, вот где вдалеке я сейчас показываю рукой, там был песчаный пляж, сейчас он не сохранился, почему-то все заросло. Вот, остатки паромной переправы есть. Здесь вот лестница, она не просто так стоит, она символизирует, ну, как бы, дорожный путь, наверное, не знаю, для меня это символ. Здесь находилась пристань 19 века, я еще застал те времена, когда здесь во времена СССР ходили круизные теплоходы, они шли от Перми до Уфы. Я помню еще те времена, когда плавали кометы и метеоры, мы могли спокойно за 8-9 часов добраться с города Чайковский до Уфы, до Дюртюлей. Это были такие быстроходные катера на подводных крыльях, внутри работал буфет, можно было купить лимонад, выпечку, и даже разрешалось выйти на маленькую палубу и вот прямо насладиться ветром, потому что эти быстрые кометы летели очень быстро, там 50-70 км в час они развивали, даже метеоры до 90. Вот, и это было по-кайфово. Здесь позади меня остался вот остатки, по-моему, если не ошибаюсь, может даже дореволюционной или 30-х годов постройка. Здесь приходили баржи, здесь тоже стоял отдельный причал, промышленный, не такой красивый. Вот здесь загружалось зерно, которое потом шло вот на тот элеватор. Вот обычно здесь я, насколько помню, зерно, но и сыпучие продукты, тут и песок, и строительный материал был. Вот. И это все как единый комплекс. Отсюда до промежуточной станции, до элеватора. Вот. Пожалуй, все, но для меня это самое знаковое место. Это вот все-таки река Белая, здесь красивые виды, там холм, мы на этот холм взбирались, я там видел остатки, по-моему, гражданской войны, даже окопы, может, и находил. Мне показывали, что вот эти ямы — это вот окопы. И, по-моему, они еще до сих пор там остались, может быть, их там время не стерло. Вот. Ну, кстати, лесов тогда не было. Была такая голая гора. Реально давно я здесь не был. Все поменялось. Вот. Еще, да, русло реки изменилось сильно. То есть, блин,
Реально ты здесь едешь и не замечаешь. Я вспомню, вот не было этого острова, русло было смещено метров на 30. Туда вглубь, если не на 50, на 100 метров. Туда. Сейчас я смотрю, прямо русло сдвигается, что ли. Вот этого не было, вот этого намытого острова, Олиотмели. В общем, все как-то по-другому. Я это помню. Ну ладно, время идет, меняется. Но что-то остается на 70%, конечно, Дюртюли остался тем же городом. Памятники единственное были в серой цветке, крыши сейчас в белый. Появились еще новые постаменты афганцам, пограничнику. Ну а так, те же самые Дюртюли, плитка, да, новенькая появилась. Город не сильно изменился. В общем-то, я его узнаю пока что. Хорошо. Приятные воспоминания. Не сказать, что прямо это город какой-то моей истории, там как Воткинск, как Ижевск, или как Каменка, где я родился. Но здесь я проводил ни одно, ни второе, ни третье лето. Вот. Помню музей, помню кинотеатр, помню временных друзей на лето. И друзей тоже помню. Помню близлежащие деревни, домик бабушки, дедушки, домик прабабушки, прадедушки, где вот я их застал, они тоже прожили почти 100 лет. Там проводил время. Ну, как-то так, взрослые делали свои дела, я был маленький, меня во взрослые дела не посвящали. В основном я развлекал себя сам книжками, прогулками, все окрестности излазил, прямо все, что можно обойти вокруг этого города, обошел. И туда ходил, в деревню Венецию помню, и помню, как ее заливало. И вот я один же туда ездил на пароме, пересек, туда сходил пешком, вернулся. Мне там 10 лет, а я ничего не боюсь. И классное было время, да? Классно. Есть что вспомнить. Ну что ж, желаю процветания этому краю. Вот он, солнечный Башкортостан, солнечный городок. На этом мы заканчиваем, наверное, повествование вот фильмов про Уфу, про Дюртюли. Вот я здесь закончил. Наверное, другие городки, я не знаю, буду снимать или нет. Для меня достаточно. Вот я благодарен этому месту, делаю такой небольшой подарочек этому месту. Фильм, рассказываю свою историю, свои эмоции. Отлично. Вот. Будет, пусть благословенна эта земля, пусть у нее все будет хорошо, пусть здесь люди будут счастливы, и все будет здесь хорошо. И солнце будет светить, и урожай будет высокий, и табуны лошадей будут скакать, и стада коров будут ходить, и всем было бы здесь замечательно. Вот. Аминь.